Азербайджане и его столице древнем Баку большое народное торжество. Исполнилось 40 лет со дня образования Коммунистической партии Азербайджана и установления в республике советской власти. На празднование славного юбилея в Баку прибыл дорогой гость Никита Сергеевич Хрущев. Сотни тысяч бакинцев вышли на улицы приветствовать главу советского правительства. На следующий день состоялось торжественное заседание Верховного Совета и Центрального комитета Компартии Азербайджана. В зале среди депутатов гости из братских союзных республик. Доклад «40 лет Азербайджанской ССР и Коммунистической партии Азербайджана» сделал первый секретарь ЦК Компартии Республики Ахундов. Слово предоставляется Никите Сергеевичу Хрущеву. Дорогие товарищи, позвольте мне от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров и Президиума Верховного Совета Советского Союза горячо поздравить вас и в вашем лице всех трудящихся Азербайджана, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, инженерно-технических работников и специалистов сельского хозяйства, деятелей науки и техники, литературы и искусства, всю интеллигенцию, славную молодежь республики с 40-летием установления советской власти и создания Коммунистической партии Азербайджана. Никита Сергеевич говорит о монолитной сплоченности братской семьи советских народов, о трудовых успехах Азербайджанской ССР и всей советской страны, о важных проблемах современного международного положения. Свою речь товарищ Хрущев закончил словами. Да здравствует Коммунистическая партия Азербайджана, боевой отряд Коммунистической партии Советского Союза. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик, твердыня дружбы народов нашей страны. Никита Сергеевич Хрущев посетил знаменитый промысел «Нефтяные камни» в открытом море. Нефтяники Каспия тепло встретили дорогого гостя. Никита Сергеевич осмотрел промыслы, интересовался процессом добычи нефти в море. Он расспрашивал рабочих о том, как они живут и трудятся на этом стальном острове, и сфотографировался с членами бригад коммунистического труда. На республиканском стадионе имени Сталина состоялся многотысячный митинг в честь национального праздника азербайджанского народа. С большой речью на митинге выступил Никита Сергеевич Хрущев. Он говорил о выдающихся победах советского народа, об огромных переменах, которые произошли в Азербайджане, о торжестве ленинской национальной политики, о дружбе всех советских народов, строящих коммунизм. Энергетический гигант на Ангаре Братская ГЭС, возвышаясь над могучей рекой, растет, словно сказочный богатырь. Сегодня в братский праздничный день собралась славная молодежь, весь многотысячный коллектив строителей. Они гордятся тем, что притворяют в жизнь великие идеи электрификации страны, начертанные Владимиром Ильичем Лениным. На Братской ГЭС начинается новый этап работ. Укладка бетона в здании электростанции. Подается первый кубометр. В основании здания будет замурована вот эта памятная бронзовая плита для грядущих поколений. Чести уложить первый бетон удостоены лучшие строители. Недалеко то время, когда воды Ангары приведут в движение первые турбины Братской гидроэлектростанции. Много лет народ Южной Кореи страдал под игом клики Ли Сен Мана. Бесправие и террор, голод и нищета
засилие иностранных империалистов вызвали всеобщее возмущение. Трудовой народ вышел на улицы городов. Демонстранты требовали отмены результатов фальсифицированных выборов 15 марта, проведения демократических реформ и освобождения политзаключенных. По всей Южной Корее вспыхнуло пламя народного гнева. Во многих городах, и особенно в Сеуле, произошли кровавые столкновения трудящихся с полицией и войсками. Борьба населения Южной Кореи встретила горячую поддержку среди трудящихся Корейской Народно-Демократической Республики. В Пхеньяне на митинге солидарности с южнокорейскими соотечественниками ораторы требовали: американские империалисты вон из Южной Кореи, долой Ли Сен-мана. Трудовому народу Южной Кореи, борющимся за свободу, демократию и национальную независимость, выражают свою солидарность трудящиеся всех стран мира. В Москве проходили международные соревнования по спортивной гимнастике. Во Дворце спорта собрались сильнейшие спортсмены 6 стран. Эта встреча – один из этапов подготовки гимнастов перед Олимпиадой в Риме. Упражнение на бревне выполняет молодая советская гимнастка Тамара Люхина. Вольные движения показывает чехословацкая спортсменка Ева Басакова. Наибольшее количество очков на брусьях набрала советская гимнастка Полина Астахова. Советский гимнаст Юрий Титов работает на перекладине. Личное первенство в этих соревнованиях завоевали советские гимнасты Полина Астахова и Юрий Титов. Коварна зима на Сахалине. Но вот совсем недавно она преподнесла еще один сюрприз. На севере Сахалина, в районе города Ахи, пронесся снежный буран. Иногда порывы ветра достигали ураганной силы. Ходить по улицам можно было с большим трудом. Больше всего буран доставил хлопот железнодорожникам, хотя врасплох их не застал. На пути вышли мощные роторные снегоочистители. И уже через несколько часов движение было восстановлено. Полноводен, широк, тихий Дон в своем низовье. Весной, как только проходит лед, здесь начинают промысел рыбаки колхоза, который называется Тихий Дон. Первые же уловы в дни весенней путины принесли колхозу немалый доход. Устье Дона богато рыбой. Здесь водятся осетр, судак, лещ. Нередко здесь и вот такие экземпляры белуги. На этот раз попалась рыбка длиною в 2,5 метра, а весом в 280 килограммов. Новое в цирке. Эта программа подготовлена молодыми артистами. На арене гимнасты запашные. Акробаты Солохины на амортизационном канате. С группой дрессированных львов выступают Александр и Тамара Буслаевы. Мастерство артистов покорило московских зрителей.